Здравствуйте, дорогие друзья. Мы очень рады действительно здесь присутствовать и общаться не совсем в концертной обстановке, а именно как общение, как беседа. Конечно, мы сейчас расскажем все секреты, и все сразу научатся и играть, и все у всех получится. Но, конечно, мы не будем говорить о том труде, которым мы все это здесь добились. Мы будем говорить о тех вещах, которые вдохновляют на труд. Это, наверное, более важнее. Потому что что может вдохновить кузнеца сделать хорошую подкову? Лошадь. Так красивая лошадь, например. Также и в музыке прежде всего нужно сначала понять, о чем она, задевает ли она тебя, интересна она тебе. Если она тебе интересна, то тогда рождается все остальное, и в общем-то, тогда появляется труд, чтобы добиться того, что. А так вот, мы сейчас хотим поговорить как раз о том, а что же надо понять, что же надо уловить. Мы считаем прежде всего, что музыка – это язык. Это язык, который, так же как любой человеческий язык, говорит о многих вещах. Даже Пушкин говорил о том, что музыка говорит намного о больших вещах, чем любой словесный язык. То есть те образы, которые заключены в музыке, они намного шире. Это так же, как если взять, например, симфонию Бетховена, героическую, то все думают, что она посвящена, те, кто знает, думают, что она посвящена Наполеону. Но очень многие люди, слушая ее, они представляют и понимают то, что эта симфония, она может быть посвящена любому герою войны, или еще она просто наполнена героическими образами, то есть связана с героикой какой-то. Так вот, любая мелодия, любая интонация, она обладает некими объективными образами, которые надо понять и почувствовать. А когда ты их начинаешь понимать, тогда они, собственно, и диктуют те приемы и ту манеру исполнения, которая в них заключена. Но, конечно, надо обращать внимание еще на каких инструментах мы играем. И поэтому терем-квартет с самого начала, так как для нашего состава никто не писал, нет композиторов, которые пишут. В общем, большой дефицит в композиторах. Если их будет больше, если они появятся, мы будем очень рады. Но, к сожалению, изначально их не было. Поэтому нам приходилось выступать в качестве композиторов тоже именно с самого начала. И отсюда родилось вот такое фольклорное отношение к авторскому материалу, когда мы берем любую мелодию, важно, чтобы она была живая. Живая – это означает, что она живет в воздухе, то, что она влияет на чувства, на сердце, она трогает. Тогда над ней можно работать, и над ней нужно работать именно так, как ее лучше выразить на наших инструментах, как выразить ее, когда мы играем вчетвером. То есть на каком инструменте будет лучше звучать мелодия, на каком инструменте лучше будет звучать подголосок, подчеркивающий эту мелодию, смысл этой мелодии, образ этой мелодии. Вот. И поэтому каждая вещь, которую мы делаем, мы как бы ее становимся и соавторами, потому что приходится вольно обращаться с авторскими нотами, потому что, опять же, для наших инструментов никто не пишет, а просто играть. Вот, например, взять классическую музыку, просто переложить ноты и сыграть, как написано для классических инструментов, у нас будет звучать совершенно по-другому. Она будет где-то, может быть, даже смешно. Вот мы как-то давным-давно попробовали сделать маленькую ночную серенаду, которая была написана, именно взяли ноты, написанные для квартета. Но, вы знаете, это как раз вот получилось издевательство над Моцартом. И для того, чтобы суть
образы, которые заключены в этой музыке, зазвучали более естественно, нам пришлось ее переделать. Мы ее переделали совсем в другой род, но осталась та веселость, то радостное содержание в музыке, которое заключил туда Моцарт. Вот. И сейчас мы, наверное, начнем с того, что мы сыграем одно произведение целиком, а потом с вами поговорим о том, каким образом она посвящена и как рождались кусочки этого произведения, из чего, из каких ассоциаций, из каких образов. Произведение называется «Маленький принц», который сейчас Андрей уже расскажет. Я еще хотел бы одно предложение сказать. В самолете я в журнале прочитал о Хамусе немножко, о том, что исполнение на нем очень близко к членораздельной человеческой речи. Это вот очень верное выражение. Это любой инструмент должен быть приближен к информационной какой-то вот декларативности, то есть это инструмент, с помощью которого ты что-то хочешь сказать. А дальше уже идет речь, то, что у тебя внутри, какой ты есть сам, что ты открыл в музыке для себя, и как ты эту музыку, пропуская через себя, доносишь до зрителя. Если ты четко разобрался в каждой мелодике, в каждом моменте музыкальном, в каждом отрывке, отрезке, если ты четко представляешь, о чем эта музыка, тогда ты точно донесешь до зрителя, и зритель точно так же воспримет. Ведь на самом деле возникает вот тот контакт между сценой и зрителем в момент исполнения, и в момент передачи твоей мысли зритель улавливает то, о чем ты хочешь сказать. Это как два любимых человека, любящих друг друга, они настраиваются на волну и улавливают мысли друг друга, кто что хотел друг другу сказать, и даже предугадывают эти мысли. Их не обязательно произносить. Вот создать этот контакт на сцене, это необходимо. Вот «Маленький принц», мы потом назвали это произведение, хотя рождено оно было от песни «Маленький принц», которую может быть, вы знаете, Людмила Сенчина пела. Популярная была песня в советский период «Кто тебя выдумал, звездная страна». Вот. Мелодия красивая, но это просто песня. И вот оттолкнувшись от этого характера этой песни, да, и прочитав сам «Маленький принц» Антуана Экзюпери, ты создаешь посредством музыки уже тот образ, просто вот ты лепишь его с помощью музыки, как он есть на самом деле. Ну вот мы сейчас попробуем его сыграть.
Вот, если отталкиваться от того образа, который зародился, то есть все мелодии, которые... Это произведение, оно довольно сложное, оно состоит из нескольких частей, да? Вступительная какая-то часть, там музыка Римского-Корсакова, Чайковского, да? Немножко Рахманинова, там Микаэл Таривердиев. То есть сейчас я даже вот по кусочкам вам проиграю, допустим, вот мелодия, да, сама, кто тебя выдумал, сейчас я сыграю сам, как звучит сама песня. Вроде бы, что из этой мелодии можно сделать, да? Вот что изначально была, просто вот такая мелодия и такое красивое настроение. Как сделать цельное произведение? То есть, когда вы учитесь, вы постигаете огромное количество музыкального материала. Если этот музыкальный материал у вас в головах остается, хоть немножко, хоть вот настолько, вы к нему на протяжении жизни можете, если открытыми быть, по радио, по телевидению, вы где-то эти кусочки, все что-то знакомое, вы говорите, ой, это я где-то слышал, ой, это я слышал, это я где-то слышал. Вот ваша голова, ваша душа, она наполнена музыкальными звуками, и какие-то вот внутри вас звучащие отголоски, они очень хорошо подходят друг к другу, вы порой даже не замечаете. Но если вы начинаете над этим думать, то вы начинаете подбирать, как скульптор, или не знаю, как художник для своей мозаики подбирает какие-то краски, стеклышки вот определенного вот такого, для того, чтобы сложить мозаику. Создать начало вступления, да, тишину, абсолютную тишину, предрассветную. Можно элементарно просто повесить аккорд и очень долго держать. Ничего не движется. Звучит музыка, просто наполняет фон какой-то, создает, как фундамент, как некое дыхание воздуха какое-то, которое вот, когда утром еще ничего не колышется, еще солнце не встало, предрассветное состояние. И потихонечку начинает природа оживать. А вы даже не знаете, как начинает природа оживать. Вдруг какая-то тень, вам показалось, что вот здесь вот что-то такое колыхнулось. Буквально вот первые, давайте, аккорды до ля мажора. И вот этот ля мажор, ощущение, как будто что-то колыхнулось. Абсолютная тишина. Ночь. Что-то начинает, брежет рассвет. Только начало. И вдруг что-то толкнуло в этот
момент. Опять показалось. Бас подключился. Природа потихонечку начинает просыпать. Черного рассвета нет, солнце еще не встало. Оно сейчас выглядит. Вдруг сдвинулось с места, вы понимаете? И вот пошла жизнь, неожиданно, солнце встало. И здесь птицы запели. И здесь у нас мы подключили после этого вступления Римского-Корсакова. У Римского-Корсакова опера «Сказание о граде, о граде Китеже и деве Февронии». Там Феврония гуляет по лесу. Не то, что она живет в отдаленном уголке, далеко-далеко, можно сказать, от мира. Заброшенный уголок, но она живет настолько в любви с природой, и она вся растворена в этой природе, и к ней подходит каждый зверь, и каждая птица вокруг нее летает, не боится, потому что ее чистая, светлая натура, и природа, она вся соткана из любви, и у Римского-Корсакова проходят мотивы этого леса, это похвала пустыни называется это место. Давай сыграем это. Прямо так. То есть мы наполнили, наполнили картину внутренним содержанием. Это не просто музыка, это музыка, которая рассказывает о вот этом прекрасном лесе, и создает некое волнующее какое-то, да, тревожное, она тревожная, потому что вот сейчас, в этот момент, должен появиться принц, который неожиданно выскакивает на коне, к ней появляется, потому что он находился на охоте. Князь по состоянию. То есть, почему взят именно этот образ? Он очень классно подходит к маленькому принцу, потому что принц, князь и так далее. Вот это соединение идет логическое. Я чуть-чуть поясню. Дело в том, что мы оттолкнулись от песни «Маленький принц», которая о чем? Она о мечте, она о ожидании свершения чуда какого-то. Поэтому вот отсюда и идут эти все леса, ощущение рассвета и так далее. Потому что Андрей не сказал, что откуда. То есть это не идет речь о конкретных сценах, да, идет речь именно об ощущении вот этого, об ощущении мечты, которая есть у каждого человека. А картины могут быть у всех разные. Это мы рассказываем то, что мы друг другу рассказываем, чтобы одинаково воспринимать содержание каждого кусочка, каждой интонации. И тогда, когда она для нас, для всех становится одинаковой, тогда и появляется вот та сыгранность, и тот образы становятся выпуклые, и их можно действительно ощутить. Хотя каждый может рисовать немножко, сами картины разные, но они все равно будут о тех состояниях, о которых мы пытаемся рассказать путем музыки. И дальше по произведению, то есть уже в этом состоянии уже идет тема самой этой песни. Кто тебя выдумал? То есть мы уже подвели к контексту, эту тему уже подвели вот к этому контексту, да, то есть этот принц, появление принца вот состоялось.
какому-то светлому другому чувству. Да? Вот почему мы выбрали вот этот аккомпанемент, вот этой трилогии? Мы его сохранили на теме. Тема «Маленького принца» песни наложилась на Римского-Корсакова аккомпанемент. То есть получилось так, что подобрали вот этот стеклышко от Римского-Корсакова, да, у которого из оперы создавало вот трепет, какой-то эхо. Кто-то побежал. Да, как будто какие-то вот отголоски природы, какие-то эхо, и все. А Римский-Корсаков помог нам создать вот эту почву для появления этой темы. И дальше, значит, по истории мы подошли к какому-то некому затишью. И появляется Петр Ильич Чайковский со своей темой. Хотя зрителю не обязательно, и слушателю, знать, что это Петр Ильич Чайковский. Если знает, это хорошо. Если не знает, абсолютно не важно. Потому что дальше складывается рассказ, дальше продолжается. Ты сыграй Чайковского самого, может, чуть-чуть. Да, из его альбома. Да. Та же грусть, то же состояние, но уже все другое, оно уже развивается. И тогда играем сейчас. «Маленький принц» тема, да, уже целиком перешла на Чайковского. И при втором появлении она уже превращается в русскую песню, русские поля, русская природа. Характер, да, как они друг друга дополняют и переходят, да, еще один камушек. И дальше мы уже перешли на монолог. Михаил Таривердиев. Отголоски. С легким паром, да, как это? Ирония судьбы или с легким паром, отсюда идет, да? Это тоже вот к этому какому-то вот какой-то тоске, какой-то грусти внутренней. Да? То есть на чем вот все произведение строится, оказывается? Оказывается на общих элементарных, не элементарных, а общих состояниях души. Да? Вот этот общий знаменатель, который собирает по крупицам отголоски вот из музыкальной жизни по кусочкам. И вот таким образом мы создаем... Получается целая история, целая картина, как некая сказка. Потому что музыка, да, вот на сегодняшний день, она звучит сразу современно. Этот же Римский-Корсаков, который там 200 лет назад жил, да,
он приобретает другие черты совершенно. Петр Ильич Чайковский тоже по-другому начинает звучать. Наши русские народные инструменты имеют характерный особенный звук. Это не фортепиано, и, может быть, на фортепиано так может быть, не выразишь те стороны характера произведения, что у Чайковского, когда играешь на фортепиано, там, может быть, другие какие-то стороны ты выражаешь. Но мы находим то, что нам свойственно, то, что свойственно, то, что инструмент может выразить, то, что и мы хотим. И отсюда происходит вот метаморфозы, изменения. Да? Здесь как бы более вольно, мы очень вольно обращаемся с музыкальным материалом. Мы его хотим менять, можем менять. И это не мы делаем. Это народ. Это изменение делает вот тот образ, который диктует нам, что нам делать. Вот я продолжу. Просто еще раз немножко пояснить то, что музыки без образов не бывает. Если музыка без образов, значит, она безобразная. Значит, она отсюда и бывает скучная музыка. Вот скучная музыка – это музыка без образов. Нет, это как, или когда музыкант не знает, о чем он играет. Или когда музыкант не знает, о чем музыка. Тогда получается скучная музыка. А вся остальная музыка, она не скучная, потому что она полна образов. Теперь хочется повернуть тему на то, что мы все-таки играем на русских народных инструментах. И, наверное, рассказать, как мы понимаем задачу русских народных инструментов, да и не только русских, вообще национальных, любых национальных инструментов. Мы думаем, что главная цель существования народных инструментов – это именно выражать мировоззрение своего народа, своеобразный взгляд на все, на мир, на то, что вокруг происходит, на то, чем живет человек. То есть, в общем-то, выражать полноту жизни, но именно с национальной точки зрения. Как бы вот именно то мировоззрение, как ты воспринимаешь. И так как вот инструменты у нас русские, мы все принадлежим русской культуре, да, то у русской культуры всегда есть, можно найти очень много характерных черт. Например, то, что на Руси никогда сольных исполнителей не было, всегда играли ансамблем. И поэтому вот ансамблевое музицирование – это самое естественное и нормальное для русских. Потом никогда, в древности, особенно когда на скоморохе играли, что никогда не было композиторов отдельных. Всегда все сочинялось. Вообще, вот чем фольклор отличается от авторской музыки? Тем, что передается из уст в уста. То, что вот впечатлился, именно когда человек считал, поймал образы, о чем идет речь, о чем песня, и она входит сразу напрямую в сердце, оно и остается, но может оставаться уже с какими-то изменениями. И, может быть, петься уже в какой-то другой ситуации у другого человека. Также и Терем-квартет, собственно, хотя мы все закончили консерваторию ленинградскую, имея академическое образование, но подходим к музыке мы по-фольклорному. То есть, зная классическую музыку, но мы с ней работаем как народные музыканты. То есть, да, вот, именно это положение позволяет нам более вольно относиться к музыке, вернее, к тем правилам, традициям. Наверняка классические музыканты так не могут. Ну или только некоторые. Да, расскажи. Теперь мы можем рассказать вот другую историю, например, как родилась баркаролла. Вернее, не у Чайковского баркаролла как родилась, а как у нас родился образ этой баркароллы уже на наших инструментах. Да, иду я по фонтанке. У нас произведение это называется «Петр Ильич гуляет по фонтанке». Вот. Это состояние, оно тоже пришло из определенного настроения. Если вы помните, я даже не знаю, сыграю ли я сейчас Чайковского баркароллу.
так звучит, да, у Чайковского, очень грустно, очень тоскливо. Мы же сделали в другом настроении. Тут очень популярная песня, Макс Леонидов пел: «Она прошла, как каравелла, по зеленым волнам, прозрачным ливнем после ясного дня, жаркого дня. Да, я оглянулся посмотреть, не оглянулась ли она, чтоб посмотреть, не оглянулся ли я». Вот это вот настроение вот поймать, когда ты идешь гуляешь. Вот. Именно сегодняшний день родил вот это состояние, да? Это не Чайковский грустный, а Чайковский сегодня. Давай, чуть-чуть. Да. Здесь вот даже вот в этом начальном кусочке тоже есть очень интересный момент, за который мы зацепились. Самое интересное, что откуда это все приходит, но когда ты начинаешь вот прокручивать вот это настроение, вот, да, ты понимаешь, что когда вот, в Санкт-Петербурге очень хорошо, легко гулять по Фонтанке. Допустим, тогда, когда утром, летом, в белые ночи, часов в 5 утра где-то, когда, да, как сейчас, вот в 5 утра, когда нет машин, когда прошел свежий дождичек, когда выглянуло солнышко, теплая погода, и ты идешь гуляешь, тебе никто не мешает, у тебя хорошее настроение. И ты можешь спотыкаться. У нас есть даже там моментик, когда ты спотыкаешься, да? Сейчас, да. Сейчас, как же показать там? Сокращение восьмых. Давай покажем это спотыкание. Меняется ритм, вдруг ты споткнулся как-то, и у тебя вдруг все покатилось, да, куда-то. Потому что набережные в Петербурге выложены тоже плитами, они, хоть мерзлоты нет вечной, но они все равно тоже иногда неровные, обязательно где-нибудь споткнешься.
песни Ветлицкой, да? У Ветлицкой как эта песня? Да, сыграй. И на этом материале у нас, Андрей, ты играешь, да? Сыграй. Да. Вот, то есть, где вот, я о чем хочу сказать, что вот разные кусочки, которые понравившиеся элементики, мы используем все на пользу нашей аранжировки. Можно сказать то, что именно вот ощущая эти состояния и рождаются приемы. Если вот говорить о разного рода приемах, рождаются, они рождаются новые, когда даже сам никогда не играл так. Но именно от этого ощущения они приходят, они сами приходят. Мы просто специально садимся, мы занимаемся всегда вместе. Сидим и пробуем все варианты игры. Пицциката, приглушенные струны. В общем, ищем. И они рождаются, потому что мы выбираем именно то, что соответствует, наиболее соответствует вот тому настроению, тому образу. Не знаю, можно сыграть, показать, как эти вздохи, да? Мелисанд. Да. Коротко. Скажи. Сейчас сыграем. Это исландская мелодия, которая называется «Свейтин Митлисанда», что в переводе означает «рай в пустыне» или «оазис пустыни». Тут такое дело. Мы были в Исландии, мы услышали эту мелодию, которую пела певица. Там аккомпанемент совершенно другой, там остается только мелодия. Нам она очень понравилась. И когда мы начали ее играть, вот отсюда начало рождаться понятие, а как каждый из нас должен играть, и вообще что за состояние. И оно немножко изменилось, опять же, суть осталась та же, вот это ощущение грустного счастья, наверное, так правильно сказать. И начало этой песни, оно у нас как волны дуют, да, или как ветры. Ну давайте сейчас мы коротенький вариант. Без повторения.
У нас очень много историй, поэтому, а время, я так понимаю, что не очень много, поэтому, может быть, есть вопросы, как я понимаю, может быть, лучше поотвечать, ну, что мы рассказывать можем долго, но нам нельзя. Играть мы тоже уже. Давайте повторим времени быстренько два образа расскажем. Вопрос был, давай. Нет, мы же рассказывали немножко о том, что мы когда идет процесс рождения, мы делаем его вместе. Обязательно, чтобы все присутствовали, потому что мы проверяем все. Нет, все, что предложено, мы все должны попробовать. А уже из этого отбирается то, что наиболее подходит тому единому пониманию образа, к которому мы приходим. Все вместе. Нет, а как? Дело в том, что образы, они объективны, а наше их восприятие субъективно, да? Поэтому нам нужно прийти к единому понятию. Если у нас спор возникает, значит, мы спорим. То есть спорим не потому, что там я прав, а потому что у меня есть аргументы, которые должны понять мои товарищи. И так у каждого. Произведение рождается очень долго, потому что вот три мелодических инструмента, мелодия может пройти у него, у меня, у Андрея, у Леши, у Миши тоже. И в зависимости от того контекста, как ты подвел, и в каком месте произведения, что требуется здесь, какой напор, какая энергия, низкий регистр, высокий. Мы перепробуем все по очереди сыграют, сыграю я, Леша там, что ты играешь? У нас всегда аккомпанемент, кто проведет аккомпанемент, какой аккомпанемент, в каком характере, вот в таком. И, то есть вот многовариантность структуры, это, я не знаю, вот есть, не знаю, там, три числа, 4 числа, но все они друг с другом могут с собой сочетаться. Сколько этих сочетаний будет? Множество. Вот так у нас работа идет. Мы очень долго можем над каким-то маленьким кусочком сидеть и пробовать, и не найти еще вдобавок. На следующий день потом вдруг какое-то решение приходит тогда, когда отлежится мелодия, отлежится музыка, и более оконкретится характер, образ. И тогда ты понимаешь, вот четко, вот эту мелодию только альт играет, аккомпанемент играет малая домра, гармонию играет баян и так далее. А может быть, здесь просто противосложение идет. Или друг за другом мы начинаем играть. Вот просто давайте сыграем канон Баха русских страданий. Да? Фуги. Из русских страданий по токкате фуги ре минор Иоганна Себастьяна Баха. Это отрывок из фуги. У Баха она звучит так. Мы просто гармонизовали эту мелодию. Убрали нотку. Пошла русская песня дорогая.
Это наш Бах. Отсюда вот эти вот русский характер пошел. А как сделать это русским? Вот это вот как канончиком, когда мы эту веревочку плетем. Все в традициях русской песни, правда? Вот, интересная история создания этого произведения. Мы, в общем-то, баловались. Мы баловались и в перерыве просто как бы вот наиграли вот из Баха, и получились как частушки. Вот при токкато, а потом идет. Хотели это сделать на наш 15-летний юбилей, пригласить Юру Гальцева, чтобы он спел песню, как двоюродный брат пришел двоюродный брату червончик занять, да? Пришел двоюродный брату червончик занять, чтобы он спел таким. Да? Куплеты. Но мы так не стали делать. Потому что когда открыли настоящий оригинал Баха, то увидели, что там намного больше всего интересного, не только эти частушки. Мы погрузились, и все. Этот Бах нас, конечно, просто увел совершенно в другие образы. Там столько много материала, когда начинаешь, как бы ты вот находишь ключик вот русский, да, какой-то вот, и начинаешь в нем преобразовывать все нотки структуры, да, когда начинаешь проигрывать это все, и ты и эта музыка начинает вовлекать в тебя вот через вот это русское настроение. Миша. Говорить хочет. Мы когда сыграли эту фугу нашу Башкиру Дмитрию Александровичу, и в одном классе как-то начали с ним общаться, и он подбежал к роялю и стал показывать какие-то вещи из ХТК, по-моему, из чего-то тоже Баха. И совершенно русский. Он настолько он завелся и настолько был тоже с нами солидарен, что очень много русских кусков у Баха рассредоточено по всей музыке абсолютно. Дмитрий Александрович Башкиров – это очень известный и прекрасный пианист, педагог, профессор Московской консерватории. Просто Миша не пояснил. Может быть, действительно вопросы разные. У нас каждая вещь у нас это отдельная история, поэтому да. Или все-таки 15-20 лет назад, которые были сочинены? Вот вы знаете, вы были когда-нибудь, отдыхали где-нибудь на юге, на море? Вот, вы наверняка все картины вспомнятся вам. Дело в том, что... Хорошие. То, что он, да? Вот. Из большого репертуара не всегда же можно запомнить. Так вот, у нас все истории, они такие, то есть мы каждый кусочек его прочувствуем так, что он запоминается. Мы образной памятью, или я не знаю, как ее назвать, но вот именно внутренней памяти. Проблема, знаете, в чем? В том, что вот если один из нас начнет играть любое наше произведение, никто не вспомнит, долго не продержится, потому что мы можем играть только вместе. Это другого рода память, потому что я вот иногда там пытаюсь вспомнить один, и невозможно полностью партию сыграть, потому что она целиком зависит от того, что звучит вокруг. И так как основа, безусловно, она всегда одна и та же, но всегда есть какие-то вариации, потому что главное это сохранение вот этого состояния, опять же, образа. Что ты скажешь, может, добавишь?
Лучше, чтобы скоро не играли. Шубу сыграешь? Ну вот, Бах, так да, раз уж Бах, тогда сыграем вам шутку Баха, да, вы знаете, для флейты написано, да, си минорная. Но в си миноре нам очень неудобно играть, поэтому, в общем, благодаря гармонии, которую мы проходили, мы сделали транспонирование, модуляцию в ля минор. Вот, попроще тональность. Но на самом деле тональность выбирается, в общем-то, еще специфика инструмента, потому что открытые струны позволяют сыграть многие эффекты. На закрытых струнах не всегда достигаешь такого разнообразия, как при открытых струнах. И обертоновость гораздо богаче на открытых струнах, когда используешь. Вот, поэтому ля минор здесь очень как не кстати годится. Но мы сделали это произведение специально для Миши, чтобы Миша сыграл на контрабасе. Но вообще-то он сейчас не будет показывать никакого своей виртуозной игры, потому что будем играть очень медленно. Вот как эту шутку там-па-да-дам-па-да-дам-па-да-дам, да, в таком темпе, которое звучит, вдруг сыграть на контрабасе невозможно же, правда? Отсюда, поэтому, как тогда? Значит, надо медленно, а медленно неинтересно. Значит, надо найти какой-то характер, в котором это было бы интересно.
Спасибо большое. Просто по времени уже вроде бы все подходит к концу. А что вы хотите? Какую вещь вы, чтобы мы сыграли? Хорошо, играем на Oblivion, да.